Выходной день встречаем с выпуском новостей. В студии Василий Раченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Закон о детях-безбилетниках сегодня вступил в силу в России. Не только табуреты и фартуки. Наши коллеги узнали, как сегодня выглядят уроки труда и технологий в школе. В столице к 8 марта организовали ярмарку, чтобы поддержать женщин, не бросивших свое дело в пандемию. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудил с гендиректором Всемирной организации здравоохранения ход рассмотрения заявки на одобрение вакцины «Спутник Ви». Мурашко сообщил, что на сегодняшний день вакцину получили уже миллионы граждан. Вакцина формирует устойчивые антитела и клеточный иммунитет к возбудителю COVID-19 и не имеет серьезных побочных эффектов. Вакцина, по сути, стала мировым бестселлером. Как ранее сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, основной объем массовой вакцинации от коронавирусной инфекции в России должен быть завершен до осени этого года. В ВОЗ заверили, что делают все шаги по тестированию и регистрации данного препарата. Между тем, россиянам рекомендовали соблюдать меры предосторожности после ослабления ограничений. Пандемия обусловлена поведением и передаваемостью вируса, поэтому очень важно, чтобы все общество являлось частью этих усилий. В силах каждого человека продолжать мыть руки, соблюдать кашлевой этикет, держаться на безопасном расстоянии от других людей и, где это невозможно, носить маску. Напомним, ранее правительство Якутии рекомендовало жителям республики не пренебрегать мерами предосторожности в период праздничного ажиотажа. Масочный режим и социальное дистанцирование в соответствии с указом главы региона сохраняются. Президент Владимир Путин подписал список поручений, которые касаются защиты несовершеннолетних, а также поддержки семей с детьми, оказавшимися в трудной ситуации, и полномочий органов опеки. До июля правительство определит федеральный орган власти, который займется выработкой и реализацией госполитики в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства. Также будут проработаны социальное сопровождение, регуляция оборота опасных для детей товаров, комплекс мер по подготовке и повышению квалификации работников опеки и дорожная карта по профилактике сиротства. Закон о том, что детей нельзя высадить из общественного транспорта, даже если у них нет оплаты проезда, вступил в силу сегодня. Напомню, кондукторы и водители не смогут высаживать из автобусов, трамваев и троллейбусов лиц до 16 лет, которые едут без билета и без сопровождения взрослых. Также новый закон дает полномочия региональным властям самим определять степень ответственности за безбилетный проезд с учетом местной специфики. Но запрет на высадку детей безбилетников касается всех. А вот если с ребенком едет взрослый, который отказывается оплатить их проезд, то обоих высадят на ближайшей остановке. Четырехполосная дорога с разделительной полосой, тротуарами и велодорожками. По обновленному окружному шоссе жители Якутска смогут проехать уже в этом году. Во сколько обойдется капитальный ремонт и на какой стадии сейчас объект, узнал Дмитрий Тымыров. С потеплением погоды тяжелая техника работает практически круглые сутки. Капитальный ремонт окружного шоссе начали в прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Глава республики Айсей Николаев решил лично ознакомиться с ходом дорогостоящих ремонтных работ. На обновление и улучшение данного объекта предусмотрено 832 миллиона рублей. Выполнены работы по переустройству сетей ЛЭП, сетей газоснабжения. Практически половина земляного полотна расширена, подготовлена для укладки асфальтобетонной смеси. И хотелось бы сказать, что в целом отставаний по графику не имеется. На сегодняшний день приступили к работе по переукладке водопропускных труб, сетей водоснабжения. И в этом году, в течение строительного сезона, работы будут завершены по данному объекту. Далее Айсей Николаев оценил масштабы вывозимого снега на полигон города. Как он отметил, в этом году власти Якутска вывоз начали своевременно, и таких потопов, как в прошлом году, мы уже не увидим. Здесь остается открытым только вопрос решения предписания, выданного Роспотребнадзором городским властям. По действующему законодательству часть полигона должна иметь твердое бетонное покрытие для обеспечения экологической безопасности. У нас есть вопросы со стороны Роспотребнадзора. Это предписание, мы понимаем, что его нужно устранять, делать. Сегодня проектная сметная документация есть, и требуемая сумма около 400 миллионов рублей. Здесь мы должны отработать совместно с Министерством ЖКХ
Сегодня с Дмитрием Дмитриевичем мы на эту тему разговаривали. Задача ясна, будем работать. Глава республики не ограничился объездом объектов капитального ремонта и коммунальной инфраструктуры. Следующей точкой стали уже социальные объекты – детский сад и школа в 203-м микрорайоне. Школа 203 микрорайоне, она уже практически готова. Сейчас идет оформление образовательных лицензионных документов. Уверен, что с 1 сентября школьники 203 микрорайона сюда придут. Сейчас идет как раз вот вопросы комплектования штатов, еще раз говорю, оформление разрешительных документов. Вся работа будет, на мой взгляд, вовремя закончена. И еще раз говорю, что важнейшая проблема для 203 микрорайона – это как раз вот появление новой школы. Можно сказать, что уже эта проблема уже не существует. Также в этом году заработает первый в Якутске детский сад, построенный специально для детей с ограниченными возможностями здоровья. И уже в ближайшее время данный детский сад примет первых воспитанников. Дмитрий Тымыров, Евгений Тайтонов, Владимир Павлов, Якутск. Сделать табуретку и сшить фартук. Сегодня уроки труда этим не ограничиваются. У них не только новое название, но и широкая программа обучения. Дизайн одежды, декоративно-прикладное искусство, столярное дело и даже робототехника. Наша коллега Олеся Васева с подробностями. В кабинете пахнет деревом, вокруг стружка и творческий беспорядок. Ученики 7 класса напиливают заготовки для поделок к 8 марта. Руководит процессом Людмила Асеева, трудовик с 33-летним педагогическим опытом. Учился нормально забивать гвозди. Узнал много чего нового о самих пилах. Тут мы обучаемся, как правильно что-нибудь делать из дерева, всякие сантехнические, получается, показывают нам проекты. И рассказывают, как, что правильно, куда прикрутить, привинтить. Бывшие труды, а ныне урок технологий – это не просто возможность сколотить табуретку. С 5 класса мальчиков учат работать с простыми столярными инструментами. Чуть позже знакомятся с станками. К ним у ребят особый интерес. На уроках не только пилят и вырезают, делают целые проекты. Недавно готовили к выставке макеты военной техники. Они ко мне с удовольствием ходят и после уроков бегут. Я ухожу домой очень поздно, потому что у меня дети не хотят уходить домой. Они делают скалки, они делают толкушки, они делают какие-то модельки, свое что-то делают из древесины, лопатки в 5 классе делают для мам. Прекрасная работа своими руками. Здесь убедитесь, что у вас порты подключенные. БЦ и двигателя. БЦ. И двигателя подключены тоже БЦ. А это тоже урок технологий. У 5 класса сегодня робототехника. Педагог Артем Незамединов уроки труда помнит до сих пор. Для сегодняшних учеников другая программа. Не только столярное дело. Все, что можно сделать своими руками. Сейчас в сферу новых технологий мы можем позволить себе собирать роботов, программировать, заниматься 3D-моделированием. Учебная программа по технологии 4 года. В 3-й школе у мальчиков у каждого класса свое направление. 5-й занимаются робототехникой, 6-й – 3D-моделированием. В 7 классе робототехнику усложняют, а в выпускном 8-м объединяют все направления – от лего до деревообработки. Что до девочек, то для них современный урок технологий без привычного шитья и готовки не обойдется. Но сама программа изменилась вслед за модой на эксклюзивные вещи, сделанные своими руками. Поэтому не просто шьют, осваивают сложные техники работы с тканью, создают необычные текстуры, заливают ткань эпоксидной смолой. Получаются ни на что не похожие украшения. А этот проект, где вместо самоцветов обычный природный уголь, уже собирается на республиканский конкурс. В одном мнении схожи все учителя технологии. Важно, чтобы все навыки и умения по окончанию школьного курса обязательно продолжали развивать в детях родители. Олеся Васева, Юлия Золотарева, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край». В поддержку женщин-предпринимательниц в выставочном центре «Строительный» в Якутске открылась ярмарка «Мир женщины». Свои товары и услуги смогли продемонстрировать 48 самозанятых мастериц. Не только из столицы региона, но из Мегино-Кангаласского, Хангаласского, Жиганского, Намского, Чурапчинского и многих других районов Якутии. Выставку провели в том числе как меру поддержки после вынужденного простоя в бизнесе из-за карантинных мер.
Также прошли полезные мастер-классы. Все участницы смогли обменяться бизнес-идеями, опытом, пообщаться друг с другом. Желающих принять участие в ярмарке оказалось так много, а география настолько обширной, что было принято решение каждые выходные проводить подобные выставки по разным направлениям, чтобы поддержать как можно больше самозанятых якутян. В следующие выходные будет проходить выставка по медицине, посвященная году здоровья. Затем охота, рыбалка, туризм, наш дом, наша дача и творчество, мастерские. И каждую субботу-воскресенье мы всех приглашаем в выставочный зал, чтобы предприниматели, самозанятые реализовывали свои товары, обменивались опытом, проводили мастер-классы. Приглашаем всех принимать активное участие. Я думаю, что это очень важно для экономики, для занятости и самозанятости нашего населения. Цветочные магазины в эти дни завалены заказами на изготовление красивых букетов. Но как выбрать цветы для дорогого человека? Ответ на этот вопрос искал наш корреспондент Александр Хавренко. Праздник 8 марта невозможно представить без красивого яркого букета. Но даже опытные мужчины, попадая в цветочный магазин, теряются от разнообразия. Какие цветы выбрать? Как оформить букет? Решение этих вопросов лучше доверить профессионалам. В основном на 8 марта покупают тюльпаны разных цветов, розы, орхидеи, есть ромашковые хризантемы, розы красные либо розовые. При выборе тех или иных цветов можно оттолкнуться от их символизма во флористике. Желтые тюльпаны – цвет солнца, цвет богатства. Очень долго стоит вот этот цвет, именно желтый. Хризантемы, там лилии, символ долголетия. А вот роза, говорят, королева цветов. С выбором цветов определились. Но как оформить букет? Целлофан, крафтовая бумага, корзинка или коробка? Какие сейчас тенденции модные в цветочном мире? В основном сейчас берут корейское оформление. Модно, да, вот взять хапка, да, вот красиво взять и без зелени, без даже оформления берут вот так вот лентой красиво заворачиваем и все. Теперь, имея определенные знания, пора применить их на практике. Ведь красивый, яркий букет можно преподнести не только на 8 марта. А к этой минуте все. Наши корреспонденты продолжат следить за новостями. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.